Хайырлы күн, добрый день. Наша пресс-конференция посвящена мероприятиям Института филологии и межкультурных коммуникаций, посвященной Году педагога и наставников Российской Федерации и продвижению русского языка как языка межнационального общения. И я представляю наших гостей. Замалетдинов Радиф Ревкатович, директор Института филологии и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, Шаяхметова Роза Искандеровна, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Татарстан, Царева Светлана Николаевна, заведующий Казанским международным лингвистическим центром института, и Мухаммедшина Резда Фаилевна, декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук, профессор. И первый вопрос, Радиф Ревкатович, вам. Какие мероприятия будут у нас запланированы в институте? Спасибо большое за представление, за возможность пообщаться с нашими уважаемыми журналистами. Добрый день. 2023 год, все мы знаем, очень интересный, насыщенный на научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия год, ибо он объявлен на уровне Российской Федерации как год педагога и наставника. В нашей республике мы знаем о том, что 2023 год еще посвящается проблемам национальной культуры и традиции. И для Казанского федерального университета 2023 год является еще годом подготовки к очередному своему юбилею, 220-летию со дня его основания. Мы ежемесячно проводим различные мероприятия, и сегодня хотели поговорить о мероприятиях, которые мы совместно с нашим Министерством образования и науки Республики Татарстан будем проводить в конце марта, в начале апреля. Первое мероприятие, о котором мы сегодня будем говорить, это первый республиканский слет психолого-педагогических классов «Учителем быть круто». Я думаю, вы все знаете о том, что в 2022 году был дан старт очень интересному проекту. Это проект, связанный с педагогическими классами. И в течение вот этих последних месяцев мы очень плотно с Министерством образования и науки нашей республики, с муниципальными образованиями, с отделами, управлениями образования городов и районов нашей республики работаем с будущими учителями, со школьниками. То есть вот первое мероприятие, о котором мы будем сегодня говорить, и, наверное, прежде всего об этом будет говорить Роза Искандеровна, это как раз мероприятие, посвященное педагогическим классам. Второе мероприятие. Мы уже 8-й раз на базе Казанского федерального университета проводим Всероссийскую научную конференцию учащихся имени Лобачевского. Очень востребованное, актуальное мероприятие, где принимают участие обучающиеся из всех регионов Российской Федерации. И наш блок, который курирует Институт филологии и межкультурной коммуникации, всегда пользуется особым спросом, и самое большое количество участников тоже как раз это наши будущие филологи. Об этом будет говорить Светлана Николаевна Царева. Также в конце марта, мы знаем, наши школьники уходят на каникулы, и в этот период мы с ребятами, со школьниками планируем тоже ряд мероприятий. Последние годы мы работаем в формате недели открытых дверей, то есть школьников
родителей мы приглашаем на занятия, на мероприятия, которые в течение недели мы проводим именно в части профориентационной, посвящая профориентационной деятельности. Мы приглашаем детей на лекции, на занятия, они наряду со студентами нашими участвуют на занятиях, то есть, но проходят некую такую стажировку, предподготовку к поступлению и уже испытывают себя в роли, могут испытывать себя в роли наших студентов. И четвертое мероприятие называется Международный научно-практический форум «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции». Данное мероприятие будет проходить с 3 по 8 апреля. В рамках форума мы планируем 3 крупных мероприятия. Это конференция, она посвящается проблемам изучения, преподавания русского языка как иностранного. Хочу также сказать, довести до вас, до вашего сведения о том, что данная конференция посвящается 40-летию со дня основания кафедры русского языка как иностранного в Казанском университете. Я сказал, что в рамках форума 3 мероприятия. Второе мероприятие – это будет выездное заседание правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы во главе с президентом данной общественной организации, советником президента Российской Федерации Владимиром Ильичем Толстым. И третье мероприятие в рамках форума – это серия мероприятий, которая будет проводить Ассоциация союзов писателей и издателей Российской Федерации. Недавно в нашей стране появилась вот такая организация, Ассоциация союзов писателей и издателей Российской Федерации, возглавляет Шаргунов, депутат Государственной Думы, писатель. Он со своей командой и с молодыми писателями будет находиться на протяжении нескольких лет, нескольких дней в нашем институте, в нашей республике. О форуме и мероприятиях в рамках форума будет представлять этот форум Резеда Фаилевна Мухамедшина. И если вы позволите, я попросил бы, чтобы подключилась к нашему разговору Роза Скандаровна Шаяхметова с информацией о первом слете педагогических классов. Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, уважаемые коллеги. На самом деле, в рамках проведения года педагога и наставника достаточно много мероприятий запланировано. В первую очередь, это на уровне Российской Федерации. Для того, чтобы исполнить указ президента, у нас в Татарстане тоже утвержден распоряжением Кабинета министров Организационный комитет. Возглавляет это Лейла Ринатовна Фазлеева у нас. Члены — это педагогическая общественность у нас, другие министерства, ведомства. И, соответственно, разработан план проведения этого года тоже у нас в Республике Татарстане. Год уже у нас идет, 3-й месяц заканчивается. Активно участвуя в мероприятиях Российской Федерации и в Республике Татарстан. В республике старт дал этому году раис Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Миниханов на базе Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета, где готовятся наши педагогические кадры. Педкадры именно в городе Казани. Поэтому было проведено именно там, где готовятся наши педагогические кадры. Мероприятий достаточно много, разные события. Среди них ключевые, конечно, это будет у нас неделя образования, большая учительская неделя у нас будет, открытие было, закрытие будет. Конечно, внутри у нас форумы, фестивали, слеты и так далее. Всем известно, что миссия нашего года педагога и наставника – это повышение престижа учительской профессии в обществе, формирование вот именно позитивного отношения к этой профессии. Ну и, соответственно, задача наша на сегодняшний день
не только повышение вот престижа учительской профессии, но и чтобы мы могли формировать позитивное отношение к этой профессии у нашей молодежи, талантливой молодежи, способной молодежи, которые могли бы дальше выбрать эту профессию, то есть начиная со школьной скамьи. И, соответственно, вот наша приоритетная задача на сегодняшний день является как раз и привлечение такой молодежи. В республике на сегодняшний день развивается сеть классов психолого-педагогической направленности. Можно сказать, что большой проект в Российской Федерации реализуется, что к 2024 году необходимо по всей стране формировать 5000 педагогических классов. Но у нас в Татарстане вот с этого учебного года текущего открыты 180 классов в 150 школах нашей республики. В этих классах обучается 3500 наших школьников. Работают в этих классах более 200 классных руководителей. Но и надо сказать, что профильные вот эти классы открыты не только в 10 классах как профиль, но и поскольку мы говорим, что необходимо формировать позитивное отношение к этой профессии, такие классы начали работать у нас начиная с 5 класса. То есть это пропедевтическая работа у нас, 6 классы, 8 9 класс у нас предпрофильная подготовка такая ведется. И, соответственно, вот эти 180 классов мы распределили, или, так скажем, точнее, закрепили за нашими вузами, которые готовят педагогические кадры. Это у нас вот Казанский федеральный университет, Набережно-Челнинский педагогический университет, Елабужский институт КФУ и 6 педагогических колледжей, которые в республике функционируют на сегодняшний день. Закреплены, и в течение года вот 6 колледжей и 3 наших университета, они уже взаимодействуют с нашими детьми, с нашими школьниками, и встречи, и выезды, и проведение занятий, внеурочных занятий, это уже у них организовано, ведется, работается. Детям очень интересны занятия по психологии, интересны занятия по педагогике и истории педагогики, их тоже интересный дизайн, педагогика дизайна, может быть, ну, разные вот эти занятия, их привлекает на это. Вот когда у нас было открытие, мы приглашали тоже представителей педагогических классов. Они были очень воодушевлены этой профессией, то, что увидели вот во время открытия, какое отношение к этой профессии. И, соответственно, мы в год педагога-наставника, поскольку у нас уже эти классы функционируют, работают, запланировали первый республиканский форум классов психолого-педагогической направленности. Это мы будем проводить как раз на базе Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. Почему именно там? Поскольку, опять-таки, я говорила, что именно подготовка кадров педагогических здесь ведется. Именно на базе ФМК мы реализуем еще республиканский проект стипендиальной поддержки подготовки кадров, точнее даже полилингвальная подготовка у нас ведется на базе этого института. И, соответственно, слет мы будем проводить там. Будем приглашать наших обучающихся, потому что это каникулярное время. Специально мы запланировали мероприятие именно в каникулярное время, чтобы они могли принимать участие, наши обучающиеся, наши школьники. Там будут у нас классные руководители, директора школ. Будут приглашены, конечно, представители и муниципальных образований, то есть отдела образования, методисты будут приглашены, организации высшего образования, преподаватели педагогических колледжей. Как раз цель нашего слета – это не просто проведение какого-то мероприятия. Цель нашего слета – это посмотреть у себя в республике, каким образом у нас организована работа этих классов, пообщаться друг с другом. Как работает у нас, например, Набережно-Челнинский педагогический университет со своими классами, как организовано это в КФУ у нас, как организовано в педагогических классах. Зададим друг другу вопросы. И запланировано у нас, конечно же, пленарная часть, где будут присутствовать у нас на этом мероприятии руководство республики. Запланировано здесь у нас
тематические площадки мы называем для себя, для наших детей, где с нашими школьниками будут работать победители профессиональных конкурсов, будут с ними работать наставники. Именно мы будем говорить о профессии учителя. Формировать вот как раз позитивные отношения, как я уже говорила, к профессии, что у нас есть, есть какие плюсы, какие есть недостатки, каким образом на эту профессию можно прийти, ну и так далее. Вот это площадки будут работать. Конечно же, поскольку присутствует на этом мероприятии педагоги, классовые руководители, директора школ, вы знаете, что в 2023 году мы еще празднуем 200-летие великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Будем говорить о его наследии, будем говорить о народности в обучении, воспитании, в учениях Константина Дмитриевича Ушинского. И как раз у нас преподаватели Казанского федерального университета будут организовывать для наших педагогов и руководителей не мастер-классы, а выступления, лекции, общение на эту тему, чтобы мы могли еще раз обратиться к наследию вот великого нашего педагога Константина Дмитриевича Ушинского. И, конечно же, поставим задачи дальше, как мы продолжим свою работу, каким образом будем организовывать. Конечно же, вот в течение года, уже сегодня март месяц, со стороны муниципалитетов у нас есть вопросы, а можно ли, будем ли мы увеличить классы психологии, педклассов. Поэтому очень заинтересованы наши директора школ, они с удовольствием у себя планируют открывать такие классы. Соответственно, мы будем увеличивать количество по необходимости, каким образом оно может быть. И, например, в городе Казани даже те школы, где открываются педагогические классы, даже со стороны руководства города объявлены гранты для того, чтобы можно было более качественно организовать работу для этих педагогических классов. Вот таким образом мы планируем 28 марта текущего года провести первый слет психолого-педагогических классов нашей республики. Конечно, будут приглашены туда и представители Министерства просвещения Российской Федерации, и Академии Минпросвещения, которые с нами работают. Вот пока так. Спасибо. Светлана, может продолжить? Давайте. Добрый день. Что касается проекта психолого-педагогических классов, наш институт, конечно, очень плотно участвует в этом проекте. В сентябре прошлого года мы заключили порядка 26 договоров с учебными заведениями, со школами города Казани. Мы не просто заключили эти договоры, мы очень активно работаем с ребятами, они учатся на базе нашего института. То есть мы реализуем для них программу, которая называется «Введение в профессию». Это основы педагогики, основы психологии, проектная деятельность. Они у нас занимаются по субботам. И мы эти занятия проводим в активной такой форме, то есть это тренинги, различные интерактивные лекции. Мы к ним приглашаем успешных представителей педагогического сообщества, это и директора школ, это учителя года. Ну, еще здесь такой есть интересный момент, то, что преподают у этих ребят наши старшекурсники, наши магистры, аспиранты. И у каждого педагогического класса есть еще куратор. Куратор – это наш первокурсник, причем не просто первокурсник, а 100-бальник, либо победитель каких-то перечневых олимпиад. Поэтому мы здесь постарались выстроить такую определенную логику, то, что ребята педагогических классов, во-первых, они уже попадают в университетскую среду, во-вторых, они видят первокурсников, которые успешные, которые поступили именно на педагогическое направление, и работают с ними уже старшекурсники, которые тоже имеют определенный педагогический опыт, и все они действительно хотят продолжить работу уже затем в школах. Ну и есть у нас уже определенные
результаты, потому что когда ребята к нам приходили на первое занятие, мы еще видели какое-то у них сомнение. Радиф Рифкатович тоже с ними встречался, они еще были немножко такие сомневающиеся. Сейчас мы с ними на занятиях уже перешли к профессиональным пробам, то есть они дают сами уроки. И что интересно, именно вот здесь они у нас начали раскрываться. То есть те, кто, может быть, еще сомневался, будет ли он учителем или нет, потому что педагогический класс – это, наверное, для того, чтобы ребята поняли, хотят они или не хотят. Мы тоже предусматриваем этот вариант, что не 100% все станут учителями. И вот эти вот профессиональные пробы сейчас позволяют им действительно себя уже почувствовать в роли учителя и понять, нравится им это или нет. Ну и, конечно, у нас, да, с ними прошли такие очень знаковые, на мой взгляд, мероприятия. Это у нас было открытие, то есть был у нас слет педагогических классов города Казани, мы его провели в сентябре, то есть именно с этого слета мы начали наши занятия. В ноябре мы для них провели форум «Форсайт. Учитель. Профессия будущего». Этот «Форсайт» у нас мероприятие, которое мы выиграли по гранту Росмолодежи, причем здесь у нас и как участники этого проекта тоже у нас были школьники. Ну, в общем, нам нравится этим заниматься, и ребятам, мы чувствуем, тоже это нравится. Поэтому основным индикатором ведь для нас как раз является результат педклассов, поступление наших выпускников именно по профилю педагогическому. Понятное дело, 100% не будет, но если мы сами не будем заниматься этим, не формировать свои кадры, то тогда для нас никто это делать не будет. Поэтому вот с университетом мы это и делаем. С одной стороны, это новое направление, новая деятельность для нас. С другой стороны, это, наверное, хорошо забытые старые, ибо несколько десятилетий назад мы и педагогические вузы, и Министерство образования плотно работали в этом направлении. И мы очень признательны нашему Министерству образования и науки Республики, Управлению образования города Казани, с которыми сегодня ведется плодотворная и очень интересная работа. Мы надеемся на то, что на слете как раз нам удастся показать интересные, хорошие, позитивные опыты. И самое главное, хочется достичь того, чтобы ребятам все это понравилось, и у них после окончания вуза появилось желание поступить именно на педагогические направления. И, Рамис Афанды, если вы не возражаете, мы хотели бы продолжить наш разговор, и Светлана Николаевна ознакомит еще с рядом мероприятий, которые запланированы на конец марта, начало апреля. Неделя открытых дверей. Ну, что касается профориентационной работы в нашем институте, то мы уже давно отошли от формата дня открытых дверей, как большинство вузов, то есть которые раз в месяц или там раз в 3 месяца проводят какое-то мероприятие. Мы уже давно работаем в формате года открытых дверей. Практически каждый день в нашем институте кто-то приходит на экскурсию, кто-то приезжает на какие-то наши мероприятия, на открытые какие-то лекции. И проводим мы это уже даже не для того, чтобы решить наши количественные показатели по набору, потому что с этим у нас проблем уже давно нет. То есть мы решаем наши проблемы повышения, даже не проблемы, а вопрос повышения качества наших абитуриентов. Ежегодно к нам все больше начинает поступать 100-бальников, победителей олимпиад. И я думаю, что вот те мероприятия, которые проводим мы, они, в общем-то, как раз этому и помогают. Одно из них – это, конечно же, вот Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского, заключительный этап, который у нас пройдет 25 марта. В этом году у нас есть нововведение, то есть мы впервые, и вообще, наверное, впервые в нашем университете мы проводим проектную секцию. То есть если раньше там были только научные работы, научно-исследовательские, с этого года мы внедрили вот эту новую секцию. Это связано и с нашей работой с педагогическими классами, из года педагога и наставника. То есть это новая проектная секция «Школа будущего». Мы пришли к этому решению, что нужно нам это делать, еще и потому, что
В течение длительного времени мы занимаемся со старшеклассниками проектной работой. В частности, со школой Адымнар мы провели много выездных смен. У нас 270 человек обучились проектной деятельности. И вот эти проекты, которые ребята разработали, мы хотели, чтобы они вышли на следующий, на новый уровень, чтобы они могли их показать уже и вот в рамках международной в рамках Всероссийской конференции. Защита будет проходить у нас тоже достаточно интересно. Это стендовая защита. Мы исключили электронные презентации, то есть у нас ребята готовят стенды. Кроме экспертной комиссии у нас еще будет независимая комиссия. В этой комиссии будут как раз у нас учащиеся педагогических классов. Мы их пригласили для того, чтобы они и посмотрели, как это делается, ну и для того, чтобы действительно могли задать свои вопросы и дать какую-то свою оценку. Ну и в целом у нас в этом году порядка 300 ребят примут участие как раз вот в этом заключительном этапе. И закрытие у нас ожидается в понедельник. Мы его тоже проводим в нашем институте. Всех наших участников мы ждем. Я думаю, что это тоже будет для нас такой хорошей кузницей для наших первокурсников. То есть мы получим тех, кто к нам придет. Ну и, конечно, там есть бонусная программа, то есть это победители получают 5 баллов при поступлении в КФУ. И что касается недели открытых дверей, почему мы уже в 3-й раз проводим этот формат профориентационной работы? Социологические опросы, которые проводятся среди выпускников школ, вот в последнее время показывают, что ребята, когда выбирают учебное заведение для поступления, одним из факторов они указывают, такой, так скажем, психологический комфорт в вузе. И естественно, что понять они его могут только тогда, когда они в этом вузе хотя бы побывают 1 раз или 2. А наши абитуриенты, некоторые у нас бывают и по 2, и по 3 года к нам приходят на мероприятия. И когда они у нас бывают уже, приходят с документами в приемную комиссию, где-то, наверное, 60% этих ребят мы знаем. И не только их, еще и их родителей. И поэтому вот эта неделя открытых дверей дает возможность им погрузиться в атмосферу нашего института. Институт у нас действительно очень интересный. У нас очень замечательные преподаватели, у нас замечательные деканы, которые создают семейную обстановку. У нас Радиф Рифкатович всегда готов встретиться с нашими абитуриентами, ответить на все их вопросы. Ну и, конечно, вот посещая занятия вместе со студентами, они видят здесь как бы 2 стороны, то есть они знакомятся со студентами, они какие-то вопросы им могут задать, они видят, как проходит процесс обучения, и я думаю, что это позволяет им сделать правильный выбор в пользу нашего института. Спасибо. Резида Фаилевна нам расскажет про форум международный. Хайрлы күн. Уважаемые коллеги, слушатели, Радиф Рифкатович уже сказал в своем выступлении, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации в апреле будет проводиться очень большое мероприятие «Международный форум». Тема этого форума сегодня очень актуальна. Это русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции. И в рамках этого форума 3 больших мероприятия. Первое мероприятие – это конференция научно-практическая на тему «Русский язык как иностранный. Прошлое, настоящее и будущее». 45 лет назад в Казанском университете появился первый иностранный студент. Это был кубинец. И вот уже 45 лет мы обучаем иностранных студентов. Их очень много в Казанском университете, их много в Институте филологии и межкультурной коммуникации. И вот в той высшей школе, которой я руковожу, в Институте в Высшей школе русского языка и межкультурной коммуникации, их почти 1500 из разных стран, ближние, дальние зарубежья, они изучают русский язык. И вот эта конференция, она будет объединять специалистов в области РКИ, теоретиков, практиков, методистов, которые будут делиться своим опытом, как продвигать русский язык за пределами Российской Федерации, как преподавать русский язык, как ему обучать.
И будут принимать, естественно, и иностранные ученые из Китая, будут принимать ученые, которые занимаются преподаванием русского языка, из Ирака, Ирана, Узбекистана, Туркменистана и многих других стран. И, конечно же, это ведущие ученые Российской Федерации. Второе мероприятие – это правление Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, который возглавляет советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Ильич Толстой. Ну, вы его еще знаете как праправнука великого русского писателя Толстого. Это будет выездное заседание. 26 членов правления РАПРЯЛа – это ведущие ученые, русисты, литературоведы. Они приедут в Казань для обсуждения вопросов, связанных как раз с формированием российской идентичности. Именно русский язык и литература сегодня в современных условиях, новые программы по литературе, в условиях требований, да, в современной геополитической обстановке и многие-многие другие вопросы, которые будут обсуждаться именно в Казани на базе Казанского федерального университета. И третье мероприятие, оно проводится впервые вообще в Казани у нас, в Республике Татарстан. Это творческие мастерские Ассоциации Союза писателей и издателей России. Конечно, все учатся, и учителям нужно учиться, и министрам, и поэтам, и писателям. Поэтому Ассоциация Союза писателей и издателей России объявила конкурс, и этот конкурс прошли 60 молодых поэтов и писателей всей России, которые будут обучаться у нас в Казани с 3 по 8 апреля. Здесь различные семинары, секции, и, конечно, работать с ними будут мастера, ведущие писатели и поэты Российской Федерации. Нам очень радостно, что конкурс прошли и наши казанские писатели и поэты, и даже очень отрадно, что прошла наша студентка. Она мечтает быть писательницей, учится у нас на филологии, и она тоже будет работать в этих творческих мастерских. И здесь очень много тоже различных мероприятий. Будет и поэтический концерт, где, кстати, горожане могут послушать наших поэтов. Будут квесты, связанные с историей Казани и с литературной Казанью, потому что, наверное, нет ни одного имени в русской литературе, которое не было бы связано с Казанью. Будет такой очень интересный квест у нас. Кроме того, у нас будет работать круглый стол «Литературное образование в России. Настоящее и будущее». Мы заявили новую магистерскую программу «Литературное мастерство». Сегодня литературных мастеров обучают только в 2 вузах. Это Институт литературы имени Горького в Москве и Высшая школа экономики. И больше в России таких вузов нет. И Казанский федеральный университет открывает новую магистерскую программу, где мы тоже будем готовить мастеров в области художественной литературы. Это могут быть поэты, писатели, кинокритики, литературоведы и даже авторы сценариев и авторы киносценариев. Сегодня высока потребность в киносценариях. Это самые востребованные, высокооплачиваемые работники. А готовить их некому. Их острая нехватка очень по стране. И мы очень благодарны, что нам дали бюджетные места. И я надеюсь, что мы еще и на контрактной основе наберем, потому что интерес к этой профессии сегодня у молодежи высокий. Да? Много очень творческих молодых людей, девушек, юношей, которые хотят учиться в этой магистерской программе. И, конечно же, мы очень рады, что это будет проходить на базе нашего института, потому что они будут, эти писатели, поэты, они будут общаться с нашими студентами. Студенты будут ходить на их мастер-классы. Например, у нас приезжает такой известный поэт, как Амелин. Уже сегодня студенты готовят его поэтические сборники, чтобы взять у него автограф. Приезжает Варламов, ректор Института литературы. Ну и Владимир Ильич Толстой тоже очень интересный как личность для молодежи, да, потому что он тоже в свое время занимался литературным творчеством, занимался журналистикой, был главным редактором студенческого «Меридиана». И я думаю, что все это будет способствовать развитию и профессиональному, и творческому как студентов, так и преподавательского состава нашего института.
Спасибо за внимание. Вот это магистерские курсы будут при Высшей школе русского языка и литературы, да? И Они кто будет будут, преподавать? Да, это магистерская программа. Будут преподавать как наши преподаватели. У нас тоже очень много преподавателей высокопрофессиональных, доктора, профессора. Например, Скворцов Артем Эдуардович, он у нас член жюри многих очень престижных премий. Например, Беллы Ахмадулиной, «Большая книга», он литературовед, критик, он будет преподавать Лия Ефимовна Бушканец и другие профессора, но будут еще и приглашенные. Приглашенные, вот я Да, хотел узнать. будут сами писатели, кто? например, Павел Басинский. Он известен как толстовед, да, автор серии книг о Льве Николаевиче Толстом. Тот же Варламов, Шаргунов. Шаргунов – это руководитель Ассоциации Союза писателей и издателей России, он же главный редактор журнала «Юность», он же депутат Государственной Думы Российской Федерации. И вы знаете, у нас уже очень много желающих преподавать на этой магистерской программе из известных писателей. Мы как раз договорились с Ассоциацией Союза писателей и издателей о том, что вот эту программу «Литературное мастерство» будем реализовывать вместе. В дни их пребывания в Казани будет подписано соответствующее соглашение между данной ассоциацией и Казанским федеральным университетом. Более того, данная ассоциация включает в себя и еще и издателей. Соответственно, мы с ними договорились о том, что в дальнейшем совместно будем реализовывать программу «Издательское дело», которая тоже открывается у нас в этом году. Это бакалаврская программа. Подобной программы у нас в республике пока еще нет. Мы надеемся на то, что совместно с нашими партнерами, с коллегами мы успешно реализуем вот эти новые наши образовательные программы. Спасибо. Спасибо. Есть ли у вас вопросы? Да? Добрый день, Халилов Шамиль, Татар-Информ. У меня скорее не вопрос, а такая реплика, рассуждение. Вот, честно говоря, мне резануло слух название слета. Учителем быть круто. Может быть, я не молодой, поэтому резануло слух, но слово «круто», мне кажется, оно немного не сочетается с такой профессией, как учитель. Вот. И есть же хороший пример, можно было назвать учителем быть классно. Вот слово «класс» можно обыграть, потому что вот вы когда рассуждали сегодня, говорили, у вас слово «класс», «классно» у вас чаще повторялось, нежели... А слово «круто» вообще не было, не звучало. Вот. Или учителем быть престижно. Как-то вот так. Или мы сейчас говорим о современном русском языке, слет будет проходить, или о классическом русском языке. Вот как-то вот так. Вот слово «классно», оно как-то... Или мы подаем все-таки молодежи, так сказать, в ту сторону уходим. Ваше мнение. Комментировать учителем быть круто, а такое выражение, как я уже говорила, с педагогическими классами мы начали работать с сентября. Открыто уже. Они закреплены за организациями нашими, вузами, педколледжами. И изначально мы знали, что нам надо будет в течение года, вот до конца учебного года, собираться вместе, вот эти педклассы, вместе с педагогами, с директорами и так далее. И для того, чтобы провести вот этот слет, как раз Светлана Николаевна и говорила, что какая внутренняя работа ведется. Марафон прошел, свой слет прошел и там, и в Челнах, и здесь, и там. И чтобы прийти к республиканскому вот этому слету, как раз мы вместе с нашими школьниками общались, вместе с ними мы пришли к такому мнению, что такое выражение мы принимаем для нашего слета. То есть у нас первый вот таким образом идет, а то, что касается, как будем с ними обсуждать, мы даже на этом слете можем с ними на эту тему еще вести разговор, и ваши рекомендации тоже будем принимать. Пока мы приняли именно такое решение, что вместе с этими школьниками, которые у нас сейчас обучаются, которые получают
некие азы, некую информацию о нашей профессии, да, именно хотелось бы показать им, что профессия не просто классно, не просто престижно, а именно вот в молодежном слогане, да, что это круто, что-то. Біз аны даже татаршаға да тәржімә ете алмадық, Радик Шевкатович, білән тіке деп әйтергә месең, нәрсә деп әйтергә кирәк? Укытучы булу тіке булу дигән сүзме туры килми. Шуңа күрә бу юлы инде менә әле шулай иттереп бергәләп шулай эшләдек. Тора бара инде без алар белән, когда мы будем общаться, мы поймем на самом деле, какие выражения на русском языке, какие могут быть. Мы в любом случае должны будем формировать вот правильную речь. Поэтому пока так. Вот такой комментарий у нас. Да. Да. Дело в том, что когда мы проводили вот в конце сентября первый слет педагогических классов города Казани, у нас был формат, нам нужно было с этими ребятами познакомиться. И приглашать каждый класс на сцену, это было бы очень сложно, тяжело. И мы сделали формат видеороликов. То есть каждый подготовил свою такую видеопрезентацию. И как раз Роза Искандеровна у нас была в качестве приглашенных гостей. И эта фраза, почему она пошла? Потому что в большинстве роликов мы именно эту фразу услышали. То есть либо это говорил учитель, либо это говорил учащийся, либо это как-то прозвучало всем классам. И, наверное, вот этот слоган у нас оттуда и пошел. То есть он у нас как-то родился вот сам по себе. То есть мы его не придумывали. В процессе оно было, да. Получилось. Да, поэтому мы вот пока его как бы и придерживаемся. Ну, как раз мы как раз вот первый раз будем собираться с ними, будем говорить же о нашей профессии. Мы дальше и дальше пойдем. В любом случае, на русском, правильном русском языке тоже у нас появятся слова, но в то же время, чтобы наши школьники, которые уже пошли на этот, так скажем, профильный класс, именно где педагогические, что им интересно это, вот им ведь занятия по психологии интересно, им занятия по педагогике интересно, они по-разному называются, им это интересно, они там принимают участие. И поэтому здесь мы не просто педагоги, не просто там директора приняли решение, а именно вместе с ними. Поэтому пока, вот я уже говорю, пока так. Спасибо. Еще есть вопросы? Роза Искандеровна, вот вы несколько раз говорили, повторяли о позитивном отношении к учителю. Вот чем это вызвано? У нас есть негативные отношения, что ли, напрашивается вопрос? Ведь в целом миссия, я говорила, да, что миссия года педагога... Почему называется год педагога-наставника-то? Миссия такая, что повысить престиж, позитивное отношение к этой профессии в обществе, со стороны школьников, обучающихся, со стороны родительской общественности к этой профессии. Дело в том, что с одной стороны можно посмотреть, что профессия, она гуманная, она творческая, она такая благородная профессия, работа с детьми и дать образование, воспитание детям, такая профессия, чтобы дальше мы могли подготовить кадры для себя, для системы образования Татарстана. Никому не секрет, на сегодняшний день в системе образования учителей не хватает. У нас есть кадрларга кытлык бар деп айтабыз. И поэтому в этом направлении мы тоже работу ведем, системную работу ведем. И чтобы вести системную работу, не просто в вузах подготовить наших студентов к этой профессии, а именно мы должны начинать даже не в десяток, и со школьной скамьи, я говорила, да? А чтобы их подготовить, мы же говорим, что в школе ведем профориентационную работу. Какие профессии есть, куда мы пойдем. И не просто куда пойдем, а какие профессии востребованы на сегодняшний день. Или через 5 лет какие профессии, там 10 лет какие будут востребованы, и какие способности есть, какие возможности. И в то же время параллельно формировать вот такое, опять-таки, возвращаемся, позитивное отношение. Ведь не секрет в обществе, в последнее время, может быть, оно начало меняться уже, а лет 5, может быть, назад стать учителем было не совсем престижно.
Престижно было айтишником быть, да, престижно быть банкиром там и так далее. А, наверное, ну, тогда даже говорили о том, что кто не может поступить на такие юридические, там, экономические, они поступают в педагогические направления. Вот чтобы вот этот стереотип снять, а именно она профессия такая, благородная профессия, да, нужная профессия, поэтому мы все время говорим формировать позитивные отношения. И именно объявленный год с этим связан, и в течение года как раз мы об этом хотим и говорить. Вот с этим связано повышение престижа, то есть отношение к этому профессии. Каждый прошел через школу, каждый имеет своего наставника. Да, любой человек имеет своего наставника. На работе мы имеем наставника. Поэтому вот отношение к этим людям и к этой профессии, об этом речь. Да. То есть, ну, в продолжении вашего разговора нашего, да. Вот вы говорите, престижно, и как привить любовь к профессии учителя. А вот с чьей стороны это должна быть любовь? Со стороны государства или со стороны родителей или тех же самых учеников? Вот что главное в этом престиже? Что нужно оценить? Давайте. Да, конечно. Но мне кажется, вопрос очень хороший. И действительно нельзя только с одной стороны. Это должна быть такая комплексная работа, и, наверное, поэтому объявили этот год годом педагога и наставника, чтобы все общество повернулось лицом к учителю. Вы знаете, вот, например, меня тоже очень волнует эта тема, потому что в последнее время я наблюдаю, например, за отечественным кинематографом. Снимается очень много фильмов. Обратите внимание, если героиня фильма неудачница, дурочка, то она кто обязательно по профессии? Она учительница. А какие были фильмы в советские времена? Доживем до понедельника. То есть все государство, культура, общество создавало образ благородного учителя. А сегодня все наоборот. Стараются снижать образ учителя. Я не знаю, возмущению нет предела. Вот сейчас у нас идет последние этапы конкурса профессионального мастерства «Учитель года». И сегодня был как раз этап такой, вопрос учителю года. Достаточно много молодых учителей принимает участие. И как раз из зала родители задавали вопрос. А как вы считаете, что кто на что должен ориентироваться? Да? Ориентируемся в системе образования. На личность ориентируемся, на семью ориентируемся или на государство ориентируемся? И вот Резеда Файловна говорит о том, что нельзя, да, отделить. И точно такие же ответы были у наших молодых педагогов, которые работают в наших школах 3-5 лет. Говорили, делить невозможно, потому что мы ориентированы в первую очередь на личность, на ребенка ориентированы все. А ребенок у нас воспитывается, формируется в семье, а семья – это как раз ячейка государства в социуме. Поэтому делить невозможно вместе, все вместе. Только тогда мы сможем это формировать. Поэтому мы говорим со стороны и школьников, и родителей, и общественных всех. Да, и у нас есть еще такой очень хороший аргумент. Мы же сейчас говорим о том, что век информатизации, компьютеризации, робототехники, что многие профессии устаревают. Не будет скоро профессии бухгалтера, да, экономиста. Вот не будет, уже доказано это. А вот та профессия, которая будет всегда, это учитель. И врач. Лечить и учить, да, всегда эти профессии. Но сейчас уже придумали роботов, которые ставят диагноз Роза Искандеровна. Я думаю, врачей, может быть, частично поменяют, а учителей нет. Есть вопрос? Есть вопрос? Хайырлы күн, Зилема Баракшина. Мына киносценаристларны әзерләү турында әйттегез. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм Милли мәдәният югары мәктәбендә дә киносценаристларны әзерләү планлаштырылмыймы? Киләчәктә андай уйлар булмадымы? Сұрағыңыз үшін бек зор рахмет. Шынлап та біз инде соңгы елларда турыдан-туры филологлар, я булмаса теге яки бу предмет укытучылары гына әзерләүдән бераз гына китеп барабыз, чөнки
Бүгінгі күндегі біздің яшьләребез, алар әлеге һөнәрләр белән бергә янәшә тагын икенче һөнәрне дә күрәләр. Шуңа күрә без нәкъ менә Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе базасында филологларга өстәмә квалификация бирә башладык, журналистика юнәлешендә белгечләр әзерлибез. Узган елны без республика заказы буенча билингваль һәм полилингваль тирәлектә эшләү өчен, җәмгыятьтә эшләү өчен реклама юнәлешендәге белгечләр әзерли башладык. 2023 елда, мин дә әйтеп үттем, нәшрият юнәлеше буенча да белгечләр әзерләнә башлый. Без бүгенге көндә сез биргән сорау буенча инде кызыксынабыз. Шунлап та киносценаристлар, режиссерлар мәсьәләсе ул бик актуаль, бигрәк тә милли юнәлештә эшли алучы менә бу белгечләр турында сүз бара. Ләкин бүгенге көндә безнең аерым уку йортлары бар, мәдәният институты, шулай ук Россия күләмендә дә әлеге юнәлештә шактый гына белгечләр әзерләнә. Шуңа күрә без әлегә менә шушы үзебез әйткән юнәлешләрдәге белгечләрне әзерләү белән шөгыльләнербез дип уйлыйбыз. Киләчәктә берничә елдан бәлки ул темага да яңадан әйләнеп кайтырбыз. Сораугыз өчен рәхмәт. Но на эту магистерскую программу могут поступать и те, кто хочет писать киносценарий на татарском языке. Ремесло, оно же общее. Там разговор о сюжете, о композиции, о структурных элементах. Поэтому можете рекомендовать нашу магистерскую программу тем, кто хочет писать киносценарий для татарского кино. В качестве приглашенных там планируется тогда татароязычные сценаристы, например, писатели? Ну, мы, наверное, Радиф Ревкач, подумаем, да? Если мы наберем такую категорию магистров, которым интересно именно развитие в этом направлении, то могут быть и татароязычные писатели быть преподавателями на этой программе. Ну, программа ведь магистерская, поэтому здесь могут обучаться выпускники различных вузов, различных направлений, в том числе, как вот Реза Фаильевна говорила, и татарское национальное направление тоже здесь может найти свое место. Модуль обязательно будет и в этом направлении. Спасибо. У нас вроде все. Что-то хотите сейчас сказать? Радиф Рифкатович, у вас нет? Уже все? Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бергә менә бу чараларны яктыртсак иде, бергәләп булдырсак иде. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Спасибо Спасибо большое вам за большое. внимание. До свидания.